Драгоценный Господь наш, Ты так сильно посещаешь Твой народ. О, любимый Господь, Боже, просим Тебя, помоги нам не пропустить, не пропустить все, что Ты хочешь сказать, вместить всю полноту, что Ты хочешь сегодня влить в Твои сосуды. Господи, Господи, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, ремекела вахакеле. Ибела мела моста. Ибела мала гимбо. Ибела хамалесто. Удела мамалале. Аллилуйя. 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 Ила Драгоценный Дух Святой, мы подчиняемся Тебе. Скажи со мной, я подчиняюсь Тебе. Мы иногда говорим, Господь, как получить больше силы, больше огня, больше открытых дверей. Господь говорит, вы не можете получить еще больше меня. Я весь для вас. Но то, что ты точно можешь, это сегодня отдать Ему больше себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Однажды мне Господь сказал, ты даже не можешь себе представить, что я могу сделать через сердце вполне преданное. Ты даже не можешь себе представить. И Господь сказал мне, поставь целью своей жизни быть преданной мне. А все остальное я беру на себя. Наш Господь может взять на себя все остальное, если только твое сердце будет вполне предано Ему. Во время поклонения, родные. И я хочу сейчас пригласить к особенной молитве. Потому что я верю, что Дух Святой мне сказал, что Он хочет делать сегодня. И я точно знаю, что посреди... И я точно знаю, что посреди нас есть люди, которые приехали для этой молитвы. Ты точно так же стоишь, как и все. Ты поклоняешься и поднимаешь руки. Но внутри твоего сердца звучит голос. Я не подхожу. И я не нужен здесь. Я больше не надобен Господу. Ложные голоса тебя в этом убедили. И враг коварно подкрался к тебе. И я слышу, что Господь говорит, ты надобен мне, сын, дочь, ты надобен мне и моему царству. Господь говорит, это я тебя призвал. И кого я призвал, тех оправдал. И я хочу прославиться через тебя. Именно через тебя. И дальше Господь говорит, и это серьезно. Кто ты такой, чтобы уничижать мое призвание, мою волю, мой голос через тебя? Родные, нам нужно откликнуться на Его призыв. И перед тем, как мы будем молиться, я приглашу вас сюда. И я верю, что Дух Божий что-то будет делать и говорить. Я хочу рассказать вам, как Господь однажды послужил мне. Можете продолжать молиться в духе, можете присесть, прилечь. Аллилуйя.
Как я говорила на прошлых собраниях, с первого момента моего покаяния Господь начал говорить со мной. И когда я только покаялась несколько месяцев, это было в моем маленьком городе, который дикторы даже не могли произносить. Староконстантинов. И я помню однажды в моей комнате Бог посетил меня. И не надо говорить: о, Господь пришел, и я перед Ним встал. Да не можешь ты вот так встать перед Ним. Вся внутренность трепетала. Боже, ты свят. И ты посетил меня. Я думала, я провалюсь там. Маленький коврик был возле столика. Мне хотелось закрыться, замотаться в него. Бог, ты здесь. И когда в таком трепете я просто находилась в Его присутствии, мой любимый Господь мог сделать все, что угодно и сказать. Но Он задал мне просто один вопрос. Что дать тебе? Я говорю: Господь, тут я вообще находиться не могу. Я думаю, меня разорвет сейчас от Твоей славы. Aš tokia sakau, Dieve, aš nežinau, kur man dėtis, man atrodo, što jūs šlovės, o tu ateini pas savo netobulą dukrą ir sakai, kad tu nori jai kažką duoti. Tai, ko ji paprašys. Ir žinokit, aš net neįsivaizdavau, kas manęs laukia ateityje. Ir aš save kaltinau, aš save smerkiau. И жертвы ради Господа. И жертвы ради Господа. И огромные сцены. И предательство. Но все это Бог знал, ему что-то нужно было от меня услышать. Любимая, вот я верю, что сегодня Господь хочет что-то у тебя спросить. Он что-то хочет от тебя услышать. И запомни, это всегда будет между Ним и тобой. Только между Ним и тобой. Он говорит четко кому-то из вас: я не даю своей славы никому. Ни один человек не может сказать, что это Он поставил тебя. Это Он тебе двери открыл. Да нет. Ни один человек. Это Его прерогатива. В трепете и в слезах я сидела в этой комнате. И вдруг изнутри меня, любимая, поднялись слова. 3 слова. Полное посвящение Тебе. И в этот момент я ощутила. Я не видела в этот момент Его. Но я ощутила, как Его лик просиял. Засиял от улыбки. Я вдруг ощутила, это именно то, что мой Бог хотел услышать от меня. После этого, дорогие, было много вызовов. Я переехала в другой город, в Киев. Господь дал мне церковь, в которой я служила. Проповедники проповедовали и пророчествовали. И я продолжала мечтать о служении. И однажды, после огненной конференции, когда огненная рыжая женщина проповедовала, и я стояла в конце, и думаю: Господи, когда уже я буду такой рыжей и так проповедовать? И в этот момент Господь говорит: дочь, твое служение стало твоим Богом. Но твоим Богом хочу быть я. Пришло время умереть.
И все внутри меня кричало. Бог, это же ты меня призвал. Это же ты этой же рыжей женщине и дал слово для моей судьбы. Come on! И это чувство меня не отпускало. Я боролась, я говорю, Господь, я же... Ну честно, у тебя же немного таких, как я, смотри. Петь могу. Танцевать могу. Играть раз, два, три, на 3 инструментах. Перед камерой не стесняюсь. Сцены не боюсь. Я сейчас шучу, любимый, мне было не до смеха. Бог, пожалуйста. Но это же ты меня призвал. Молчание. Я пришла в комнату, я снимала маленькую квартиру. У меня вся квартира была обвешана листочками этих пророчеств. Nedidelį butuką ir visos buto sienos nuklijuotos lipdukai su tom pranašystėm. Tautos viešpačiui. Ženklai ir stebuklai. Jėzus sugrįžta greitai. Aš esu tarptautinė tarnautoja. Молодец. И мне Господь говорит, ну давай, снимай это все. Дорогие, вам надо представить эту картину. У меня уже голоса нет. Как хриплый маленький ребенок, у которого забрали любимую игрушку. Я срываю, я не верю, что я это делаю. У меня уже нет голоса. Пытаться Богу объяснить, что что-то не так с тобой, Бог. В итоге, когда силы уже не осталось, я сказала, окей, Господь, я отдаю это все тебе. Или кому, я не знаю. Хочешь? Однажды воскресишь. И так начался очень странный период. Голгофы. Я прихожу в церковь. Я понимаю, что я ничего не понимаю. Знаете, по приборам на автомате. Господь, ну ты хоть у меня остался? О, да. Я с тобой. И ты даже не представляешь, куда я тебя веду. Я занимала такую почетную позицию в огромной церкви в Киеве. Участвовала во всех служениях. И была личным секретарем пастора. Ну, это статус, чтобы вы понимали. Организовывала поездки. И вдруг пастор вызывает меня. Говорит, у меня 2 новости. Одна плохая, вторая получше. Я думаю, давай. И он говорит, ну, мы больше не нуждаемся в тебе. Это плохая новость, как вы догадались. А хорошая, что у нас открывается библейская школа для служителей, и ты можешь туда, в принципе, пойти. Учитывая то, что я жила в другом городе и снимала квартиру, перестать быть в служении и работе в церкви означало для меня вообще потерять все. Я не говорю о том, что для меня это была жизнь. Если Бог за что-то берется, Он делает это по-отцовски жестко, подлинно, ну, чтобы уже не промахнуться, чтобы уже всех идолов и святых коров замочить. Именно вот так, да. Да. Я помню, приехала домой. И лежу. Такое впечатление, что ну куда уже хуже. У меня забрали все, что было моей жизнью. И удивительно. Мне нечем было дышать. Весь смысл жизни был убран от меня. И в этот момент тотального опустошения мой Бог начал говорить со мной. Он говорит, дочь, ты плачешь, потому что у тебя забрали позицию секретаря, пастора церкви.
А как насчет того, чтобы быть моим секретарем? O ką tu manai, jei tu būtum mano sekretorė? Я хочу, чтобы ты слышала, что я буду говорить. Išgirs, ką aš sakau. И передавала это моим детям. Aš noriu, kad tu girdėtum, Перед ką aš лицом sakau. страха, отчаяния и потрясения. Ir perduotum mano vaikams su drebėjimu. Это было около 20 лет назад. Ir tai buvo beveik prieš 20 metų. Мне надо было умереть, Man reikėjo mirti, чтобы понять. kad suprasčiau, До тех пор, пока Он не станет всем для меня, kad tol, kol jisai man netaps viskuo, я не справлюсь. aš nesusitvarkysiu. Меня раздавит, Mane išnešios, выбросит из системы. patrauks iš sistemos. И когда мы только что поклонялись, Ir kai mes dabar šlovinam, мне Господь сказал, viešpats man pasakė, кто-то из вас ощущает себя выброшенным. kai kurie iš jūsų jaučiatės išmesti. Кто-то из Божьих людей, Kažkas iš Dievo к сожалению, žmonių dėja но несовершенно представил для вас образ Бога. netobulai jums pristatė И вам нужно с Dievą. этим разобраться. Ir jums dabar reikia su to И susitvarkyti. вам нужно благословить и отпустить. Jums reikia laiminti ir paleisti. Потому что Господь говорит, время коротко. Nes viešpats sako, И laikas тебе нужно trumpas. бежать Tau твой reikia путь. bėgti savo kelią. Тебе нельзя останавливаться, Tu negali sustoti, объясняться. aiškintis. Ты никогда не сможешь оправдаться перед Богом, что тебя обидели. Tu niekada negalėsi prieš Dievą Господь pasiteisinti, kad скажет, mane ты nuskriaudė. хочешь поговорить со мной об обиде? Ir nes viešpats tau pasakys, tu Ты su manim apie хочешь skriaudą nori поговорить со мной о pakalbėti. предательстве? Tu man nori kažką papasakoti apie išdavystę. Он знает кое-что об этом. Jisai šitą apie tai žino. И я услышала. Ir aš išgirdau, Точно так же, как ко мне тогда. kaip tada, Когда я в разбитом состоянии сказала, окей, Господь, kai aš tam sudužime pasakiau то, что viešpatie, хочешь, ты делай. gerai, tiesiog daryk, ką Мне nori. некуда идти. Man nėra kur dingti. И как никогда я услышала тогда, я поняла Петра. Петро, Ir tada Tai aš kaip reально лучше. niekada supratau куда Petrą, нам идти, Господи? kai jis pasakė viešpatie, o Aha. kur mes eisim? Нам некуда идти. Nu, nėra kur eit. У тебя глаголы жизни. Juk pas tave Это gyvenimas. ты, моя жизнь. Tu mano gyvenimas. Ни признание, ни позиции, ни Ne кафедры, pripažinimas, ne ни pozicija, церкви. ne sakykla, ne bažnyčia. И Господь говорит, о, Ir viešpats sako, o, дочь, dukra, ты наконец заговорила pagaliau šnekėk на pradėjai. чистоте моего царства. Mano karalystė Есть šviesoje надежда. jau atsirado viltis, Потому что уже не я живу, nes nebe aš а gyvenu, живет во мне o Христос. Kristus gyvena manyje. И мы ежедневно, апостол Павел говорит, умираем. Ir sako, aš kasdieną mirštu, Ну потому apaštalas что живешь Paulius. или ты, или Христос. Nes Слышите? gyveni arba tu, arba Kristus. Мы же ревнуем, мы же здесь почему? Kodėl mes čia? Мы хотим Его чудес, Его Mes реальности. norim jo Как Dievo только что во время поклонения. stebuklo, Как вам tikrumo. это реальность? Kaip šitam šlovinime, kaip jums tokia А realybė? как вам насчет того, O kaip что Бог эту реальность хочет умножить jums tai, kad šitą realybę Dievas nori в padauginti? геометрической прогрессии? В геометрической прогрессии. Tiesiog su geometrinė Billions times. progresija didinti, dauginti, auginti. И тогда же мне Господь говорит, Ir tada Dievas sako, вот сейчас поговорим. o va dabar galim šnekėtis. Я призвал тебя Aš pašaukiau tave, просто говорить обо мне. kad tu tiesiog kalbėtum apie mane. Ты будешь просто говорить обо мне. Tu tiesiog kalbėsi apie mane, Но наградой bet будет мое присутствие. apdovanojimas to bus Люди mano будут переживать buvimas. прикосновение Святого Духа. Žmonės jau šventosios dvasios prisilietimą. И моя сила будет изливаться. Ir išsilies mano И я буду jėga. демонстрировать свою любовь. Aš parodysiu savo meilę. Однажды с этим словом я вышла в эфир. Ir kartą aš išėjau į priekį su И tokiu žodžiu бомблю, į eterį. и проповедую. Pamokslauju. И мощно-то. Ir taip stipriai. И вдруг, Ir staiga медиакоманда, вы меня поймете. medijos Мой komanda взгляд падает suprasi. на количество просмотров. Aš pasižiūriu, kiek peržiūriu to video. О! O, И это все. tik tiek. И мгновенно, слушайте, Ir va taip, akimirksniu. еле-еле я вежливо довела этот эфир Aš jau beveik Paprasčiausias. pabaiga, atsisveikinu и пошла к Богу. ir nuėjau pas Dievą. До разборки. Aiškintis. Иисус, Jėzau, ты призвал меня tu mane pašaukei. быть в медиа, Eiti į являть тебя. Это что eterį, вообще? rodyti tave. Бог молчит. Pertikti. Dievas Господь tyli. молчит. Viešpats Он знает, tyli. когда нужно молчать. Jisai žino, kada О мой tylėti. Господь, о мой Господь. Viešpatie. Через 2 дня, Po 2 dienų, когда наконец-то я просто
отстранилась от этого, он мне говорит: дочь, что ты переживала, когда ты была в эфире? Я говорю: тебя, Господи! Ты тек! Я говорила откровение. Это было так сильно. И Господь говорит: а что для тебя лучше? Если бы там было достаточное для тебя, как ты думаешь, количество эфира людей, но ты не уверена, говоришь ли ты от меня, и движу ли я тобой, или, может быть, не так много людей, как тебе кажется, но ты слышишь меня, и я могу действовать через тебя. Это было на улице, мне хотелось просто упасть на свое лицо и сказать: Господь, ну что же это за любимый вид спорта у христиан? Знаете какой? Бег по граблям. Бег по граблям, на те же грабли. Vis bėgimas per tos pačius grėblius. Ну это выражение такое, да, наступить на те же грабли. Lipt ant to pačio grėblio. И мы с такими синяками, ляп, ляп, Ir mėlynė. Когда я в очередной раз в отчаянии пришла опустошенная, Ir kai eilinį kartą vėl atėjau pas Dievą. Но я никому не нужна. Vėl, aš niekam nereikalinga. Приехали. Atvažiavom. Господь тогда мне дал это место Писания. Кого я оправдал? Ir tada man Viešpats prakalbėjo, Тех призвал. Aš ką aš išteisinau, aš Господь снова поднимал мою веру в то, что я призвана им. Dievas vėl pakėlė mano tikėjimą, kad jis mane И я верю, любимый, что сегодня Он поднимает твою веру. Ir aš tikiu, kad jisai šiandien tavo tikėjimą kelia. Это Его личная амбиция. Tai yra jo asmeninė ambicija. Он создал тебя. Jisai sukūrė tave. И Он имеет задание для тебя. Ir jisai turi tau užduotį. Твоя внешность, твой характер, tavo твой vidus, tavo темперамент, charakteris, temperamentas. Заточено под одно. Dėl vieno. Чтобы ты исполнил его призвание. Kad tu išpildytum jo pašaukimą. Когда я поступила в университет, как же он, международный, на телерадио киноведущая. Ir aš įstojau į universitetą būti televizijos ir radijo vedėja. И я помню, наши учителя говорят: Ir mokytojai kalbėjo. Эта девочка, на нее можно смотреть часами. Galima ją žiūrėti valandom. Я такая: о, да. Taip. А потом подумала: o po to pagalvoju. Господь знает наше призвание. Viešpats žino mūsų И Он делает так, если pašaukimą. нужно на тебя часами смотреть, будут. Kad ir jisai žino, jeigu galima į tave valandom žiūrėti, kažką žiūrės. Он сегодня поднимает нашу веру в то, что призвание — это не страстное желание пастора тебя задействовать. Нет, оно есть. Это видно. Kad pašaukimas nėra, kad tiesiog pastorius nori kažkaip tave išnaudoti. Bet yra tarp tavęs ir Dievo. И даже когда мой на тот момент пастор, ir kai tuo metu mano pastorius, хотя потом мы с ним общались, nors vėliau mes я говорю: дорогой пастор Дмитрий, тоже Дмитрий, jo irgi vardas buvo Dimitrijus, sakau, brangus pastorius Dimitrijus, ar galiu pasidomėti? А что это было? Kas ten įvyko? А чего вы меня тогда вот так Kodėl va taip va? И выставили? Это потом уже мы по-дружески общались. Čia jau vėliau, jau kai bendravom. Говорит: честно? Jeigu atvirai, я не знаю. Aš nežinau. Я не знаю. Aš nežinau. И для меня тогда страх Божий пришел. Ir toks atėjo tokia Dievo baimė. Потому что когда Богу угодно что-то сделать с тобой, будут вещи необъяснимые. Bus tokie nepaaiškinami. Поэтому храни сердце и благословляй пастора. Todėl tiesiog saugok širdį ir laimink pastorių. И представьте, вот я наконец-то подбираюсь к этой молитве. Aš, žodžiu, einu link tos maldos. Я говорю: Господь. Viešpatie. И вдруг Staiga. Он говорит: помнишь? Sako, atsimeni. Я тебе кое-что сказал сделать. Aš kai ką buvau tau sakęs padaryti. А ты так и не сделала. O tu taip ir nepadarei. И я подумала: точно. Я настолько была занята рутинной работой на тот момент. Это мой пример, дорогие. У вас свои моменты, пожалуйста, слагайте с Духом Святым. Aš tuo metu buvau tiek panirusi tą savo rutiną, bet jūs supraskite, čia yra mano pavyzdys, jūsų gyvenime yra kažkoks kitas atitikmuo. Что на самом деле те дары Духа и призвания, kad tas pašaukimas ir dvasios dovanos, которое было во мне, kurios buvo manyje, я отодвинула. Aš juos tiesiog nustūmiau. Потому что всегда была нужда во мне, nes kažkur vis manęs reikdavo, чтобы что-то делать, то, что мне нравилось. Padaryčiau, kas Богу man нужно patiko. было отодвинуть это от меня. Turėjo paimti iš manęs. И он мне говорит: ir jis man pasakė, я сказал тебе выпустить альбом. Aš pasakiau tau išleisk albumą.
Музыкальный альбом. Песен, которые я тебе дал. Я сказала, да, Господь. И смотрите, родные. Есть какие-то вещи, которые Бог говорил вам. Это может быть что-то небольшое. Но ты застрял именно потому, что на каком-то этапе, осознанно или нет, но ты пока еще этого не сделал. И вот это опустошение, которое ты ощущаешь пророчески, это просто для того, чтобы ты навел резкость. И ты понял, наконец, время коротко. И в то время, как пастор всегда будет благодарен тебе за то, что ты делаешь вместе с ним в команде, но как и он, так и ты, и я, мы будем стоять перед Богом и отвечать за наше призвание перед Ним. Вот как Бог со мной говорил. Ты будешь стоять передо мной. Как насчет того дарования, которое в тебе? Ну, естественно, музыка, поклонение, все, что с этим связано. Пророческое, это мое. И я задвинула это. Подумайте, пожалуйста, я верю, что Господь сейчас напомнит вам. Особенно если вы, это те, которых мне вначале Господь показал. Вы как будто бы здесь чувствуете себя лишними. По вас не скажешь. Но я имею в виду духовно. Бог ведет вас намного глубже. Как апостол Павел говорит, по времени вы должны быть уже зрелыми. Здесь есть так много людей, которые должны сейчас приносить плоды Господу, производить резонанс там, где ты есть. Но что-то как будто бы застряло. И я от имени Господа говорю тебе, это Бог, это Он призвал. Это Его мандат. Он за это пролил свою кровь, чтобы ты на этой земле прожил жизнь в Его воле. А это значит, полетел туда, куда надо, построил то, что надо, и сделал все для Его славы. Дорогие, у нас не было вообще никаких денег. Мы нашли самую лучшую студию звукозаписи в Киеве. И пошли туда. Как сейчас помню. Директор на меня посмотрел. Вам чего? Я говорю, альбом будем у вас записывать. Ну, проходите. Я помню, взяла гитару. И первую свою песню наиграла ему. Чтобы вы понимали, потом из этой песни он сделал рекламу своей студии на одном из лучших радио Украины. Она крутилась абсолютно бесплатно для меня. Платно для него. Но песня-то моя. Именно эта песня потом победила в конкурсе Макдональдс Украина. И в качестве приза эту песню крутили по всем сетям Макдональдса. Ir prizas to buvo, kad visuose McDonald'suose jie grojo tą dainą. Два капучино, пожалуйста. Hello, Аксамита. Поехали дальше. Вот tiesiog ateini į McDonald'ą, 2 kavos, o ten skamba mano daina. Звонит мне один парень. Ir vienas žmogus man skambina, aš jį nuo senai žinojau, buvęs narkomanas. Я говорю, Оксан, мне нужно кое-что тебе рассказать. Jisai sako, aš turiu tau kai ką pasakyti. Я упал. Aš nukritau. Я купил очередную дозу. Aš nusipirkau eilinę dozę. И я зашел в Макдональдс. Užėjau į McDonald'ą. В туалет. Į tualetą. Чтобы употребить. Kad susileist. Я говорю, в самый ответственный момент. Pats atsakingiausias momentas. Когда я открыл, что он там открывал, не знаю. Kažką ten, nežinau, ką atsidarė. А ведь ни с того, ни с сего прямо мне в ухо. Ir iš niekur nieko į mane Твой голос лети в небо, солнце ради. Он говорит, я тут же выкинул это все и побежал. Mečiau ir bėgt pradėjau. Я подумала, мой дорогой Господь. Ir viešpatie brangus. Это все стоило. Buvo verta. Это отчаяние, это потерянность, безнадежность. Pasimetimas, nusivylimas, mirtis sau. Стоило одну спасенную душу. Vertėjo vien dėl to vieno išgelbėto žmogaus. Наш Бог. Mūsų viešpats.
Jis ekspertas. Многоходовок. Помогите кто-нибудь. Neįtikinamiausių būdų, įvairiausių būdų kažką padaryti. Ekspertas. Мы сделали этот альбом. Mes įrašėm tą albumą. Причем у меня еще была фишка. Ir dar buvo toks На английском сделать. Pagalvojau, angliškai reikia rašyti. Когда мы узнали цену за перевод, o kai sužinom vertimo мой муж kainą, говорит: Оксаночка, mano vyras sako, ты сама Oksanite, переведешь. gal pati Договорились? išversk. Sutarėm. Ух, Андрюшечка. Aš Andriukai. И перевела. Nu ir išverčiau. И выпустили альбом Ir išleidom в albumą. 2 версиях. 2 versijas. И потом, дорогие, Ir tada сверхъестественно, antgamtiškai Бог открывал сцену за сценой. Dievas atvėrė sceną Я говорю vieną о том, po что kitos. смерть для себя Mirtis savo — это начало потрясающего пути yra nuostabaus kelio pradžia. точности воли Божьей. To tikslumo твоими Dievo талантами, дарами, valioje тем, что su ты visais любишь. tavo talentais ir dovanom ir Только visame, для ką tu Него. mėgsti. Jam. Я помню однажды дворец культуры, Ir дворец atsimenu, спорта, самый большой зал Украины. toksai didžiulė sporto kažkokia arena, salė, Огромный didžiausia концерт Ukrainai. «Солянка» мы ее называем, Ir didžiulis koncertas, vadinam Salę. где много звезд. Labai ten daug žvaigždžių. Не спрашивайте меня как, Aš neklauskit, kokiu būdu, но я в оргкомитете. bet aš komitete. И мне Господь говорит: Ir дочь, viešpas man sako, dukra, ты будешь ключевым человеком tu būsi raktinis žmogus и будешь ведущей. ir būsi vedėja. Я говорю: Господь, я, конечно, в тебя верю, Viešpatė, aš tavim tikiu, но не до sakau, такой степени. bet ne iki tokio Ну, lygio. это не может быть. Negali būti. Звезды центральных телеканалов, я же знаю, как это работает. Iš televizijos žvaigždės, Люди aš žinau, должны kaip быть ten viskas узнаваемые. veikia. Tu turi būti žinomas žmogus. Как? Kaip? Господь говорит: дочь, я сказал, Dukra sako, aš Tai pasakiau, сделал. bus padaryta. Davai. Pirmin. и все. Ir viskas. И Бог дал благоволение. Ir Dievas va parodė И я malonę, стояла, было palankumą. 2 ведущих. Buvo 2 vedėjai. Один из них самый известный диджей на радио. Vienas garsiausias Вторая девочка, didžėjus radijo. соорганизатор, тоже понятно. Kita И organizatorė. я третья. Vedėjai iš organizacijų. Ir 3 trečia. ведущих. 3 У vedėjai. Бога есть чувство юмора, Vat Dievas dal turi мне humoro песню, jausmą. которая называется «Не умирай молодым». Ir buvo tokia daina, Песня pavadinimas посвящается жертвам СПИДа. Nenumirk Она jaunas. стала лейтмотивом этого большого фестиваля. Ir ta daina yra apie mirtis nuo živ. Ir vat jinai buvo to renginio pagrindinis motyvas, melodija. И Господь сказал: когда ты будешь петь эту песню, Ir Dievas pasako, kada tu Многие dainuosi люди. šitą dainą, daug žmonių так и не узнают, taip ir nesupras, что у них был ВИЧ. kad pas juos buvo živ. У меня был самый лучший балет Украины. Балет, танцевальный балет. Pas mane buvo pats nuostabiausias baletas Это была Ukrainoje. крутая постановка. Buvo labai geras pastatymas. Не умирай молодым. Nemirk jaunas. И мы пели, это было так круто. Ir mes tai У меня дрожали dainavom. колени, потому что для Вот. меня это был тронный зал Бога. Man tai buvo taip stipru, man keliai Богу drebėjo. нужен был там свой человек. Aš jaučiausi kaip prie Dievo sosto, ten Dievo reikėjo Руслана, вы, ten наверное, ее знаете, savo Деки žmogaus. Танси. Žinot, Руслана iš Знаете Eurovizijos. кто-нибудь? Чтобы вы понимали, я Supras- выступала в начале, Aš когда был полный pradžioje зал. pasirodžiau, salė buvo pilna. Она выступала в конце, O ne gale когда pasirodė, люди разошлись. kai jau žmonės Бог даже išsivaikščiojo. тайминг знает для своих. Dievas netgi laiką buvo numatęs saviems žmonėms. Еще одна история очень быстро. Ir dar viena istorija. Был день города одного. Vieno miesto И мне Господь сказал: я хочу, чтобы ты там šventė buvo. выступала. Ir Dievas sako, aš noriu, kad tu ten pasirodytum. Я говорю: Господь, это нереально. Ir sakau, viešpatė, пообещали. nebus. Man pažadėjo. Потом менеджеры звонят и говорят: O для вас vadybininkai нет skamba, места. nėra jums vietos, sako. Все занято, звезды. Viskas užimta, Извините. žvaigždės, atleiskit. А Господь говорит: О, viešpats едь sako. туда. Važiuok. Говорю: Господь, Viešpatė, baig. это же уже не про амбиции. Nu, То есть, kokios čia ambicijos? это же не о том, чтобы Аксамиту кто-то еще где-то увидел. Ты же понимаешь, Господь. Viešpatė, čia nėra esmė tame, kad va dabar Gospodь mane говорит, kažkas pamatytų. Именно поэтому едь. O viešpats sako, va būtent dėl to Я говорю: važiuok. Господь, это бесполезно с тобой Ir спорить. viešpatė, nėra prasmės čia su tavim Приезжаем, ginčytis. огромная сцена. Atvykstant didžiulę sceną. Загорожено все, как обычно, да, ну вы понимаете. Visko prikrauta, Звезды, kaip свет, visada, сцена, žvaigždės, security. šviesos apsauga. Я и моя помощница, она же security, она же менеджер, она же промоутер. Aš ir mano padėjėjai, jinai Я mano говорю, vadybininkė, пошли! jinai mano apsauga, jinai mano И, reklama. короче, ограждение, огромная сцена. Ir Я žodžiu, сделала просто невозмутимый вид. ten toks И уверенно apribojimas иду scenos. вперед. O aš Здравствуйте! tiesiog užtikrintai einu. Охранник.
Здравствуйте, проходите. Prašau. Я такая, о, Господь, если что, начало мне нравится. Jeigu ką, kaip Мы, по крайней мере, уже на территории. Mes jau įėjom į teritoriją. Мы такие переглянулись с ней. Хорошо, а дальше ну что? Praėjom, nu toliau. Но план концерта все равно же есть. Я же не выбрал туда под чью-то фонограмму спеть. Kažkoks koncerto planas, vis tiek fonogramą reikia paleisti, kad išeitų dainuoti. В общем, мы сидим. Я одела, слава тебе, Господи, был у меня красивый звездный плащ. Ačiū Dievui, aš turėjau tokį labai gražų apdarą. Подарок мужа на день рождения. Vyras padovanojo gimtadienio progą. Стою, звезда. Žvaigždė. Звезда за звездой. Идут выступать. Концерт идет. Концертас vyksta. Вдруг смотрю, моя девочка, ассистент, зашевелилась. Sujudo? Да, конечно, сейчас. Что там происходит такое? Говорю, что там, Валь? Kas, Valia? Она говорит, срочно! Аксамита на сцену! Светлана Лобода застряла в пробке! Kažkas užstrigo kamštį, pirmin! И я думаю, я поняла, Господь, кто эту пробку ей устроил. Aš supratau, kas tą В общем, kamštį sukūrė. хедлайнер концерта в пробке. Vienu žodžiu, pagrindinė žvaigždė kamštį. А божественный хедлайнер на сцене. O Dievo žvaigždė į sceną. Добрый вечер! Labas vakaras! Как это он делает? Kaip jis visą tai padaro? Kaip? Ему нужны его люди. Jam reikia jo žmonės, jo люди, akys. сияющие его славой. Žmonės, kurie gyvena jo šlovėje. Испытанные его огнем. Patikrinti jo ugnimi. Потому что любимое время коротко. Laikas trumpas. И мы его церковь. Mes jo bažnyčia. Выходим на передовую. Mes einam priekį. Площадей, эфиров, į eterius, programas. Вот только нам нужно отличаться от этого мира. Mums tiesiog reikia atsiskirti nuo šito pasaulio. Любимая, я говорю от имени Господа с теми из вас, со всеми из вас, nuo viešpaties, чье призвание jo pašaukimas быть ньюсмейкерами. Ньюсмейкер. Ir tavo pašaukimas yra būti žinių pranešėjų. Ньюсмейкер на твоей лестничной площадке. Ten, kur tu bebūtum, būk žinių pranešėjas. Naujienų pranešėjas savo moksle. У твоего станка. Prie staklių. И глобально. Ir в твоей стране и в твоем городе. Jeigu globaliai, savo mieste, savo šalyje. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Фа. На-на-на. На-на-на-на. Пожалуйста, музыканты, без вас никак. На-на-на-на-на. Ре, соль, фа, ля. На-на-ла-ла-ла. Ла-ла. Я за вас обязательно помолюсь после собрания. Давайте поднимемся. Эту мелодию нам Господь дал во время поклонения. Viešpats davė šitą melodiją šlovinimo metu. Nuotakos, giesmė, giedok nuotaką. La, la, la. La, la, la. Еще. На-на-на-на-на. Да. На-на-на-на-на. На-на-на. Хей. На-на-на-на. Еще. На-на-на-на. Егриди, Господи. На-на-на-на. Когда ты придешь за нами вместе с Духом Святым, крепко взявшись за руки, мы побежим
навстречу тебе, Иисус. Мы твоя невеста, мы так долго ждали тебя, и ты пришел. Ла-ла-ла-ла, на невесту пой, на-ра-на-ра-на, на-на-на. Светильники в руках, на-ра-на-ра, жених идет, на-ра-на-ра-на. Ой, давайте телефоны включим, телефоны включите, фонарики, будет красиво. Давайте, давайте. Еще. Тебе, Господь. Аллилуйя. Избранные, искупленные, призванные, отделенные Господом. Вау. Время коротко. Но мы с вами должны увидеть своими глазами чудеса и знамения. Иоиля 2:24. Это наша с вами реальность. Аминь. Всякий, призвавший имя Господне, спасется. Аминь. Любимые, давайте еще в знак нашего согласия и подчинения все вместе поднимем наши руки в небо. Аллилуйя. Давайте дадим Господу понять, что мы имеем это в виду. Аминь. Просто скажи несколько слов, только ты, Господь. Скажи то, что Он хочет услышать. Небольшой лайфхак, беспроигрышная фраза. Полное посвящение тебе. Он точно знает, что с этим делать. Но давайте на самом деле, буквально несколько секунд, осознанно. И музыканты в том числе, я знаю, вам это особенно тяжело. Потому что вы при исполнении, но, пожалуйста, это касается вас. Потому что многое, что Бог будет делать, Он будет делать через свои сосуды. Он ищет тех людей, кто будет поклоняться в духе и истине. И если вы заметили, команда поклонения, сатана не церемонится сейчас. Мы видим сейчас в мультиках, мы видим популяризацию, так сказать, порталов в другую реальность. Сатана лжец и поддельщик. Божий портал его реальности, лестница в небо, это его церковь. Это поклонники в духе и истине. И если вы будете достаточно времени и места, и ресурсов давать команде поклонения, это умножится в геометрической прогрессии. Этот известный пророк, которого я всегда забываю, как зовут, такой известный, что я забываю. Джеремайя Джонсон, спасибо, Господь. Он говорил пророчество, и он сказал, Бог поднимает армию поклонников, которые будут иметь 3 качества. И слушайте, дорогие, первое, они будут искусными. Второе,
Второе. Antra. Они будут спонтанными. Jie bus spontaniški. И третье, любимое. Ir trečia. Они будут петь и говорить о моем втором пришествии. Ir kalbės apie mano antrą atėjimą. Ir kai aš tai išgirdau, я сказала, мой дорогой Господь, aš pasakiau, brangus viešpatie, за эти 2 года минимум 10 песен нам Бог дал наподобие этой. 10 giesmių panašių šitą. Ir visos apie tą patį. Мира возвестят о тебе. Раввуни, гряди, Господи, что за честь, когда ты придешь. Kada tu ateisi, kada tu sugrįši. Viskas apie vieną. Бог готовит Dievas ruošia тех людей, tuos žmonės, которые будут кричать, kurie šauks, жених идет. Grįžta jaunikis. Основные люди услышат этот крик. Ir kai aplinkiniai išgirsta šauksmą, bet jam reikia kažko, kas tą šauksmą paleis, kai dar niekas to nedarys. Поэтому поклонение. Todėl šlovinimas, garbinimas, tas balsas. Лестница в небо. Наверное, вы об этом знаете, но я просто скажу, чтобы это осталось и в записи, в трансляции. Jūs tai žinot, bet noriu, kad liktų Когда Иаков, тогда помните, было посещение, и он увидел эту лестницу, по которой ангелы сходили туда и назад. Численное значение этого слова значит 136. 136. 136. Слово «голос» на иврите имеет точно такое же значение. Числовое. 1, 3, 6. Лестница в небо. То, что соединяет людей с реальностью Бога. Это поклонение. Это звук человека, соединенного с Духом Святым и говорящего от Его имени. Бог заинтересован делать вас узнаваемыми. И да, Даниэль, поднимай громкость. Как я поняла, что Господь вам уже это сказал. А в среду подтвердил. Поднимать общий, как на пульте, вы знаете, да? Бог поднимает. Вау. Аллилуйя. Родненькие. Мы так и не сказали, по-моему, Господу эти несколько слов. Простите. Я замолкаю, мне тоже есть что сказать Господу. Буквально секундочку. Аллилуйя. И во имя Иисуса все вместе скажем.